Со спадом количества зараженных COVID-19 в Кыргызстане местные швейные цеха начали понемногу наращивать темпы производства. К примеру, этот цех работает на протяжении нескольких лет. Здесь в большей степени производят женскую одежду и ориентируются на экспорт в города России. Во время вспышки пандемии многие заказы приостановились. Кроме этого, до сих пор не хватает опытных швей. На текстильной фабрике трудятся около 20 человек. Эркинбю Ураимова – одна из них. Она является специалистом по проверке качества товара. Имея большой опыт в этой сфере, женщина признается, что такого спада в их производстве не было давно. По словам работников этого предприятия, объемы производимого товара за период пандемии снизились до 40%. По словам Эркинбю, самая главная проблема на данный момент – это нехватка сырья из Китая. Из-за нехватки тканей нам пришлось сократить заказы, потому что, например, моделям не соответствуют некоторые вещи. Или не понравится заказчику, например, ткани вот этой, с фурнитурой также. А вторая проблема – это предоплата, то есть постоплата. Они должны нам оплачивать в течение 45 дней. Но так как пандемия коснулась же их же тоже, из-за этого они по частям отправляют, мы идем навстречу, с пониманием относимся и идя навстречу, составляем дополнительные соглашения. И третья большая проблема – это нехватка швей. Эти проблемы перечислят сейчас все представители швейной промышленности. Что еще волнует предпринимателей, так это закрытие границы с Казахстаном. Ведь раньше производимый товар в Кыргызстане перепокупали казахи, а сейчас их попросту на рынке нет. Таким образом, из-за пандемии спрос на товар упал как в Кыргызстане, так и в Казахстане и России. Это значит, что в целом по республике объемы производимого товара упали на 50%. Говоря суммарно, это потери на более 5 миллиардов сомов. И, конечно, внешние факторы, которые закрытие границы, ограничение передвижения наших, скажем, потенциальных клиентов из России, Средней Азии, сегодня не могут к нам попасть и наши не могут туда поехать. Это, конечно, отрицательно сказывается именно на наш сектор. В связи с этим в Бишкеке с участием ассоциации Лихпром, предпринимателями швейной индустрии и главой ГКПН состоялась встреча, на которой участники обсудили все проблемы в их отрасли и побеседовали о путях их решения. Бизнес-сообщество отметило о необходимых субсидиях для сохранения этого сектора, который приносит львиную долю налогов и соцпоступлений в бюджет. Встречаемся, разговариваем, мы хотим что-то новое внести в работу, потому что после пандемии и во время пандемии, вчера сказали, что наступает новая фаза пандемии, мы должны сейчас с бизнесом скорректировать наши действия и уже конкретно сесть и уже поговорить на эту тему. Да? Те вопросы, которые сегодня будут обсуждаться, они очень важны. Я думаю, что бизнес с участием государства мы должны принимать превентивные меры. Как сообщили в комитете, весной этого года правительством было принято ряд мер по стабилизации швейной отрасли. Одна из них – программа финансирования субъектов предпринимательства. Основным условием, это льготные условия, основным условием получения кредитных средств – это от 4 до 10%. Это очень льготные тарифы, льготные проценты. И правительство планирует до конца года планировало профинансировать в 2020 году кредитовать на 14 миллиардов сомов, а в 2021 году до 40 миллиардов сомов. Но несмотря на всю помощь со стороны правительства, цехи из-за убытков не перестают закрываться. По мнению специалистов, эта отрасль, возможно, придет в норму и полноценно восстановится как минимум только через пару лет. Айда Манбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.